Главные события уходящего понедельника, 4 мая, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. На реке Лени кромка ледохода находится ниже села Жигалово Иркутской области. В среднем течении уровень воды продолжает расти. Между тем, на левобережном подходе к Ленскому мосту продолжаются активные строительные работы. В настоящее время ведется бетонирование ростверка второй опоры. История каждого не только в памяти, но и в документах. В Нерюнгринском архиве ведется важная и кропотливая работа по сбору документов участников СВО. Дорожники столицы отремонтируют 7 километров полотна в этом году. Работы завершат сразу на 8 участках от Сергеляхского шоссе до улицы Ефимова. Алдан на 3 дня стал столицей восточных единоборств. С 1 по 3 мая здесь прошел масштабный межрегиональный турнир по киокусинкай и карате. Бюджет получит дополнительно 200 миллиардов рублей из-за роста мировых цен на нефть. Об этом сообщил глава Минфина страны Антон Силуанов. Причина скачка – военная операция США и Израиля против Ирана в конце февраля. Она практически остановила судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок энергоносителей. К концу марта цена барреля нефти марки Brent впервые с июня 2022 года превысила $124. При этом Силуанов уточнил, уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние 2 месяца уравновешивают друг друга. На левобережном подходе к Ленскому мосту продолжаются активные строительные работы. В настоящее время ведется бетонирование ростверка второй опоры. Опора номер 5 обеспечит примыкание Ленского моста к федеральной автодороге А360 Лена. Работы по бетонированию ростверка начались в праздничные выходные. Монолитный фундамент длиной и шириной по 13 метров и высотой 4 метра возводится на основании из 21 буронабивной сваи. На данный момент армирование тела опоры выполнено наполовину. Ее полная высота составит, напомню, 23 метра. Глава Якутии Айсан Николаев провел планерное совещание с членами правительства и администрации региона. В центре внимания подготовка к паводкоопасному и пожароопасному периодам, а также ряд других стратегических вопросов. Айсан Николаев поручил провести детальную оценку возможных рисков и обеспечить готовность всех служб, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В ближайшее время состоится и заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будут рассмотрены меры по предупреждению и ликвидации последствий паводков и природных пожаров. Продолжится и работа штаба по обеспечению устойчивого функционирования отраслей экономики в условиях сезонных рисков. На реке Лени кромка ледохода находится ниже села Жигалово Иркутской области. В среднем течении уровень воды продолжает расти, лед темнеет. На участке от села Солянка Алекминского района до села Табага в пригороде Якутска за сутки вода поднялась на 18-37 сантиметров. Напомню, по прогнозам, ледоход дойдет до границы Якутии ориентировочно 8 мая, до Ленска 12, до столицы республики 17 мая, что на 3 дня позже, чем в прошлом году. Вскрытие рек Алдан, Амга и Вилюй ожидается с конца 1 по 2 декаду мая. Дорожники Якутска отремонтируют 7 километров полотна в этом году. Работы завершат на 8 участках от Сергеляхского шоссе до улицы Ефимова в 203 микрорайоне. С прошлого года специалисты трудятся над реновацией улицы Аюнского. Что уже успели и что предстоит сделать, расскажем в материале далее. Ремонт улицы Аюнского начался еще в прошлом апреле. И вот результат целого года труда. Ровное дорожное полотно, обновленный тротуар и фонари. Но это только часть. Полностью готовую магистраль мы увидим следующей осенью. Впереди у дорожников непочатый край работы. Всего по плану специалисты должны заасфальтировать 2 километра дороги. При этом львиную долю рабочие уложили в минувшем году. Оставшиеся 800 метров самые сложные. Ведь прежде чем приступить к укладке покрытия, нужно раскопать грунт. Тут замены много. От улицы Петровского до Октябрьской тут у нас земполотно меняется полностью. То есть с рытьем на метр. Сейчас на Аюнского заняты именно этим – земляными работами. Попутно меняют старые коммуникации – водопропускные, газовые и канализационные трубы. В июне дорожники приступят к асфальту. Здесь он, кстати, будет толще. Активное автомобильное движение требует большего запаса прочности. Ну вот тут трехслойное покрытие, в общем счете 20 сантиметров будет. Это много, это мало? Это много, да. И верхний слой у нас щебень из сдержанной породы будет.
Ремонт всегда влечет за собой перекрытие дорог, поэтому водители просят запастись терпением. И даже заранее предупреждают. В конце мая участок от Петровского до Октябрьска полностью закроют на несколько недель. Зато в конце концов горожане получат новые улицы и инженерные сети. Ержана Гармаева, Нюргун Старостин, Якутск. Между тем продолжается и капитальный ремонт общежития педагогического колледжа имени Степана Гоголева. Пятиэтажное здание площадью порядка 4000 квадратных метров рассчитано на 350 мест. На его обновление направлено порядка 70 миллионов рублей. Как продвигаются работы, расскажет Лилия Бурцева. Ремонт стартовал 20 апреля. Ведется он по нескольким направлениям. Пока в здании выполняют общестроительные работы. В скором времени модернизируют системы отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Параллельно полностью обновят электроснабжение. Ремонтируется замена окон, отопление, канализации, ремонт комнат. Новые будут душевые комнаты, добавление. Все полностью ремонтируется. Обновление коснется и внутренней отделки. В общежитии полностью заменят напольные покрытия, а также займутся покраской стен. Все помещения от комнат до коридоров оформят в современной цветовой концепции. Стены мы, честно говоря, каждый год обновляем. Какая стоит. Но в этом году мы хотели бы с помощью дизайнера обновить покраску всю. Во всех комнатах, холлах, коридорах. Хотелось бы, нам помогает дизайнер. Для студентов общежитие – это не просто место проживания, а полноценная часть студенческой жизни и дом на время обучения. Здесь проходят конкурсы, тематические вечера и традиционные посвящения в жильцы. Потому обновления здесь ждут с особым интересом, чтобы вернуться в уже более комфортное и современное пространство. От ремонта общежития мы ожидаем, конечно, всего самого нового, современный ремонт. Сегодня мы ознакомились с дизайн-проектом, и после ремонта общежитие обещает быть по-настоящему свеженьким, прям приятным для глаза. У нас проводятся разные тематические мероприятия, также для совершеннолетних, несовершеннолетних студентов, также конкурсы ежегодные. В общежитии жить комфортно, очень весело, много различных мероприятий. Весело. Завершить капитальный ремонт планируется к 10 августа. Уже в сентябре студенты смогут заселиться в обновленное общежитие, полностью готовое к новому учебному году. Лилия Бурцева, Семен Семенов, Якутск. В мае вступят в силу изменения в законодательстве, сохраняющие право на единое пособие для многодетных семей, чей доход превышает прожиточный минимум не более чем на 10%. Отделение Соцфонда России по республике автоматически оформит выплату всем родителям троих и более детей, которые в 2026-м обращались за ее продлением, но получили отказ из-за небольшого дохода сверхлимита. Семьям не придется повторно обращаться за пособием, а вынесенном решении уведомят через портал госуслуг. Выплата будет установлена в размере 50% регионального прожиточного минимума на ребенка в Якутии. Данные изменения коснутся многодетных семей республики, среднедушевой доход которых не превышает 36 806 рублей по первой зоне и 30 829 рублей по второй зоне. Если в этом году семья подавала заявление уже несколько раз, то отделение вернется к самому первому заявлению. Важное условие – заявление на единое пособие должно быть подано в последнем месяце периода назначения или в течение 3 месяцев после окончания выплаты. В Ленске, в сквере Старожилов, состоялся торжественный митинг, посвященный поднятию символа Знамени Победы. В этот день ветераны тыла и труда, школьники, участники военно-патриотических клубов, общественники и почетные гости собрались, чтобы поднять его копию над городом. Коллектив Комитета по молодежной политике провел после митинга патриотическую акцию «Георгиевская ленточка». Каждый желающий получил главный символ воинской славы. За этим знаменем стоят подвиги наших отцов и дедов. И они в 1941 году встретили врага у наших рубежей. И именно с этим знаменем дошли до Берлина, и оно победно развивалось над Рейхстагом. Это знамя победы, великой победы. Это знамя боевой славы нашего Отечества. Оно испытано как временем, так и боями. И сегодня история циклична. Сегодня наши ребята с достоинством, с мужеством воюют и защищают наши рубежи. И сегодня стоит вопрос о сохранении нашего Отечества, нашей страны. Это достаточно серьезный вопрос.
большие, есть тяжелые времена сегодня испытывает наша страна. Но я уверен, что мы достойно, объединившись, каждый вносит вклад в победу. И, конечно, хотелось бы отметить сегодня терпение, мужество семей участников СВО. Ничто не должно быть забыто. В Якутском институте водного транспорта открыли музей, посвященный деятельности волонтерских движений и организации Якутии. Подробности в сюжете далее. В работе фронта всегда немаловажную роль играет тыл. Так и сейчас якутские волонтерские, ранее всего лишь группы, но сейчас целые движения, охватывающие тысячи людей, помогают бойцам СВО. Музей же стал одним из центров, который показывает безустанную работу волонтеров. Люди не знают, что это. Многие не знают, что волонтеры делают. И я решила сделать музей, чтобы видели те, которые не волонтеры, а просто жители города Якутска, ученики, студенты, папы, мамы могли прийти и посмотреть, что это. И чтобы у них побудило о том, что вот они тоже захотят что-то где-то помочь. Здесь представлены изделия и приспособления, которые волонтеры каждый день готовят и отправляют в зону спецоперации. Среди них маскировочные сети, блиндажные свечи, лекарства, обереги, а также камуфляжные костюмы на любое время года. Здесь обмундирование, которое шьют наши мастерицы, швеи, они по 7-8 часов каждый день сидят и шьют. Вот им дадут срочный заказ, полностью костюм сегодня пошить, не уйдут домой ни за что, пока не пошьют. Ага, люди все в возрасте. Есть и работающие, после работы прибегают, до работы прибегают, на выходных прибегают, чтобы поработать. Музей также предоставляет возможность ознакомиться с историей становления движений, о том, насколько широко развернулась деятельность якутских организаций, а также о героях, которые сражаются за Родину. Это будет отличным вариантом, то, что наши жители, горожане города Якутска и всех уголков республики, они смогут прийти и твоими глазами увидеть, как действительно волонтеры работают. И, конечно же, они смогут присоединиться любыми нашими организациями. Сейчас на данное время очень много существует организаций, и нас очень много. Не только волонтеры, но и добровольцы. Нас действительно очень много. И это очень хорошо. Музей надо, музей нужен, чтобы дети, молодежь, подрастающее поколение видели твоими глазами. Всего в музее пока представлены работы 15 волонтерских организаций. Среди них такие известные, как «Якутия с тобой» и «Боевые шелкопряды». Но на этом музей не будет останавливаться. Безусловно, и Северо-Восточный фонд помощи и поддержки Донбасс, и иные волонтерские организации со временем, я уверен, подключатся к этой работе, и этот музей будет неустанно пополняться. Эту инициативу мы обязательно доведем, в том числе и до наших опорных пунктов, которые будут всячески способствовать по его оснащению, по новым подходам, по расширению информации, которую нужно доводить до, во-первых, наших защитников Отечества, в-третьих, для волонтерских организаций не только Республики Саха-Якутия, но и наших партнеров, которые работают вместе с нами бок о бок в зоне специальной военной операции. Всего в республике насчитывается порядка 200 волонтерских организаций, которые неустанно работают для поддержки бойцов СВО. Цель музея не только сохранить историю, но и охватить их все, тем самым подчеркнув важность деятельности волонтеров. Тимур Колмогоров, Виктор Дьячковский, Якутск. В Нерюнгринском архиве ведется важная и кропотливая работа по сбору документов участников СВО. История каждого героя хранится не только в памяти, но и прежде всего в документах. Сотрудники принимают и консультируют военнослужащих, добровольцев и членов их семей. Стоит отметить, что это не просто сбор бумаг, это создание летописи мужества, самоотверженности и неоценимого вклада в защиту Отечества. Архивисты гарантируют бережное хранение всех переданных материалов, их научную обработку и сохранность, а также призывают всех неравнодушных присоединиться к созданию этой бесценной летописи. Хотела обратиться к жителям Нерюнгринского района для рассмотрения возможности передачи документов участников специальной военной операции. Это любые документы могут быть, фотографии, письма, переписка, видеосюжеты на любом формате. Мы готовы организовать личный фонд каждого участника для того, чтобы сохранить память для будущих поколений. В Тампонском районе продолжается создание инфраструктуры орнитологической обсерватории. Речь идет о старте второго этапа масштабного проекта «Полет Стерха», реализация которого возможна при поддержке компании «Нордголд». Тему продолжит Сыргалана Неустроева.
Проект «Полет Стерха» стартовал в 2024 году. Он предполагает создание орнитологической обсерватории под открытым небом. Так, в прошлом году в селе Охотский Перевоз был построен визит-центр, смотровая площадка и организована экологическая тропа. Все благодаря обширной поддержке проекта компании «Нордголд». В 2026 году к проекту подключился также благотворительный фонд «Доброта Севера», имеющий опыт реализации эколого-просветительских проектов в Арктике. Компанией на постоянной основе проводится экологический мониторинг, организуются мероприятия по лесовосстановлению, зарыблению и сохранению биологического разнообразия. И проект «Полет Стерха», который реализуется дирекцией биологических ресурсов при финансовой поддержке компании «Нордголд», направлен на сохранение восточной популяции стерха. Дело в том, что место для строительства обсерватории было выбрано не случайно. Она расположена вблизи важного миграционного пути редкой птицы. В этом году специалисты приступят к реализации второго этапа проекта – строительству зданий научного орнитологического комплекса на территории ресурсного резервата Колумача-Панда. Кроме мероприятий по строительству, которые сейчас мы реализуем, в этом году будет построена станция кольцевания и другие объекты. У нас проходит много мероприятий. В первую очередь это очень важное мероприятие – народный мониторинг миграции стерха. И мы бы хотели, чтобы как можно больше жителей присоединилось к этому проекту. Тем временем специалисты отмечают, стерхи уже возвращаются. Не так давно наши исследователи побывали в Китае, где смогли изучить зимнюю стоянку священной птицы. Это сотрудничество – еще один важный шаг по сохранению редкого вида. Светлана Неустроева, Артумен Наговицын, Якутск. В ротонде Мариинского дворца состоялся концерт струнного ансамбля «Арка Арктика» Государственной филармонии Якутии имени Галины Кривошапко. Музыканты исполнили шедевры мировой классики и произведения якутских композиторов, остановленные в ходе проекта «Вернуть наследие» уникального архивного проекта Союза музыкальных деятелей Якутии, реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Минкульта Республики. Так, петербуржцы впервые услышали оркестровые партитуры, считавшие утраченными еще в 90-х годах. И вот спустя почти 30 лет музыка якутских композиторов зазвучала в культурной столице. Ну а Алдан на 3 дня стал столицей восточных единоборств. С 1 по 3 мая здесь прошел масштабный межрегиональный турнир по киокусинкай карате Republic Open Cup 2026. Подробнее Руслан Павлов. Более 150 бойцов из Якутии, Преамурья, Забайкалья и Хабаровского края сошлись в бескомпромиссных поединках на татами Алданского теннисного корта. В рамках межрегионального турнира по киокусинкай-карате здесь показывали и чествовали не только силу, но и железный дух спортсменов. Турнир подтвердил, школа карате Алданского района сегодня одна из сильнейших на Дальнем Востоке. Ребята видят уровень наших бойцов и отмечают то, что у нас хорошая подготовка, потому что наша федерация воспитала чемпионов всероссийских международных турниров, первенства России и мира. То есть у нас сильная команда и, конечно, люди любят ездить, где есть конкуренция. Данная дисциплина на сегодняшний день не только в республике, но и у нас в Алданском районе набирает обороты. У участников, спортсменов количество с каждым годом растет, и популяризация, соответственно, у нас здесь на высшем уровне. Гости турнира единогласно отмечают высокий уровень подготовки. И, по их словам, Алдан задает новую планку для региональных соревнований. От четкого судейства до теплого гостеприимства. Многие признаются, что на алданском татами победа стоит вдвое дороже из-за мощнейшей конкуренции с местными бойцами. Ожидается, в первую очередь, от таких соревнований хороших, зрелищных поединков, чтобы посмотреть, какой уровень у нас на сегодняшний день в республике Саха-Якутия. Да и я очень рад, что мы просто собрались вместе. Редко очень мы собираемся. И на алданской земле собрались вместе, чтобы состязаться и выяснить, кто же наконец-то сильнее. С каждым годом Алдан привлекает внимание профессионального сообщества каратистов и становится центром восточных единоборств в Якутии. Турниры и соревнования, проходящие здесь, называют ярким праздником силы, дисциплины и справедливого судейства. В первую очередь, организация судейства справедливого.
Это самая главная задача. Не допускать, они будут в любом случае ошибки. Указывать на эти ошибки, чтобы в дальнейшем их ребята не делали. Чтобы бойцы, родители остались довольны судейством. То есть это самое главное, чтобы не было, как говорит, слива откровенного. Хозяева турнира доминировали во многих весовых категориях, поэтому в медальном зачете лидерство осталось за спортсменами Алданского района. Жесткую конкуренцию им составили каратисты из Амурской области и Хабаровского края. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Якутске зрителям представили монооперу Григория Фрида «Дневник Анны Франк». Постановка создана по реальным записям 13-летней девочки, скрывавшейся с семьей от нацистов в оккупированном Амстердаме во времена Второй мировой. На сцене театра оперы и балета история Анны звучит в камерном формате, без масштабных декораций, с акцентом на голос и музыку. Главную роль исполнила Юлия Караченцева. Спектакль стал частью цикла вечеров «Герои Победы», посвященного памяти событий войны. Я бы не сказала, что мне было очень сложно, потому что во мне все равно есть какой-то ребенок, который еще до конца не ушел. Вот. А так, конечно, сложность была в том, что это тяжелые времена очень. И мы, современное поколение, понятия не имеем вообще, насколько им было тяжело, какую боль они испытывали в тот момент. Поэтому сложность заключается именно передать всю атмосферу тех лет. Слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны дали старт всероссийской акции «Поем двором». Вероника Таюрская продолжит тему. Сегодня в Якутии проживает 7 ветеранов Великой Отечественной войны. 4 из них живут в столице нашего региона. По устоявшейся традиции в преддверии 9 мая для них проводят акцию «Поем двором». Первым, кого поздравили с праздником, стал ветеран войны Кирилл Егорович Павлов. Это была война очень большая, жестокая война. А раньше до этого такой великой войны не было. Это Советский Союз Второй мировой войны достиг великой победы. Я сегодня поздравляю вас с наступающим праздником 81-й Великой Победы в Великой Отечественной войне. На более чем полчаса детская площадка перед его домом превратилась в импровизированную сцену. В этот день защитника Отечества поздравили воспитанники детского сада номер 10 Тулукчан, учащиеся 26-й школы, Совет ветеранов Центрального округа и ансамбль Туймада. В этот день для Кирилла Егоровича прозвучали любимые песни. В репертуар вошли известные военные песни «Журавли», «Катюша», «День Победы» и другие. Это вера от пули меня, темной ночью хранила. Воспитанники детского сада исполнили композицию «Танк Алеша» на якутском языке. Ветераны – живые легенды на сегодняшний день. Они являются теми маяками и ориентирами для молодежи, на которых, конечно, надо равняться. Кирилл Егорович Павлов родился в 1926 году. На фронт попал, будучи студентом педагогического училища в 1944 году. Участвовал в разгроме Квантунской армии. Стал одним из освободителей Монголии от японских захватчиков. В послевоенный период он работал активно и до сих пор продолжает работать. Ему достаточно преклонном возрасте, при этом он сохраняет и проводит активную жизненную позицию. Участвует в гражданских общественных мероприятиях, пишет статьи в газетах. Мы, конечно же, выражаем огромные слова благодарности нашим ветеранам за то, что они установили победу, подарили победу и мир на нашей земле. И сегодня мы должны сохранять память о них. Акция «Поем двором» ознаменовала череду мероприятий, посвященных победе в Великой Отечественной войне. 7 мая пройдет патриотическая акция «Свеча памяти», а уже 9 мая якутяне пройдут в марше Бессмертного полка и станцуют о Сокой Победы. Вероника Таюрская, Семен Семенов, Якутск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.